Добрый день, друзья, коллеги, знакомые, подписчики. Сегодня проведу небольшой ознакомительный курс по введению в Microsoft PowerPoint. Также создадим с вами сегодня первую презентацию. Презентуем какой-нибудь проект. Для этого мы создадим папку, для того, чтобы нам легче было оттуда подгружать готовые картинки и все, что нам понадобится. Открываем папку и в ней же создадим презентацию. Нажимаем правой клавишей, выбираем создать, нажимаем создать презентацию Microsoft PowerPoint и даем ей название. Назовем его проект. И открываем. Открылось окно PowerPoint, стартовое окно. Здесь, соответственно, пока еще ничего нет. И если я нажму сюда вот просто на это поле, то у меня создастся первый слайд. Первый слайд — это обычно слайд заголовка, где у вас основная информация, название презентации, название вашего выступления. Если вы, соответственно, выступаете с каким-то дипломным проектом, то будет правильно назвать его именно названием дипломной работы, а под заголовком уже более расшифрованная запись. Допустим, будет проект называться «Как перенести обычный бизнес в онлайн». Например, у вас есть магазин, вы продаете, допустим, часы и хотели бы перенести часть бизнеса в онлайн в связи с подобными разными ограничениями, которые у нас имеются. В общем, актуальность. Поэтому назовем, допустим, онлайн-магазин. Если будем делать презентацию по бизнесу, то мы подберем более подходящий к нему конструктор из готовых. Это обычно какой-нибудь синий. Вот пускай будет даже прикольный, он технологичный такой. И здесь назовем развитие дистанционного бизнеса. Итак, первый слайд у нас готов. Начинаем создавать следующие слайды. Сразу хочу сказать, слайдов должно быть столько, чтобы это охватило полную презентацию. Вы становитесь более убедительными, когда проводите презентацию, потому что презентация должна быть структурирована. В ней должны быть описаны цель, концепция, основные планы, используемые ресурсы, и также план какой-либо, этапы какие-либо, и результаты работы, выводы какие-либо. Для этого как раз мы и сделаем прям слайды по планам, чтобы нам было легче ориентироваться. Здесь же прям создадим новый слайд, и новый слайд прям пока что так его и назовем, как у нас будет по плану. Это цель проекта. То есть без цели никуда. Цель проекта. Следующий слайд мы создадим концепция. Здесь перечислим актуальность, новизна, характер использования, предполагаемый результат. Здесь также в цели проекта укажем задачи проекта. Следующий слайд, это будет у нас основной план. Здесь мы укажем план в дальнейшем. Далее
Следующий слайд у нас будет анализ аналогов. Можно использовать этапы. Давайте этапы. Вот у нас первый этап. То есть мы наш основной в плане мы укажем, сколько у нас будет этапов. Вот. И это будет расписано поэтапно. Ну, думаю, сделаем 2 этапа, чтобы много не создавать, так как это лишь пример. Этап 2. Далее, после этапов у нас должен быть результат. Далее слайд с представлением продукта. И последний слайд у нас будет вывод. Итого у нас получилось 9 слайдов. Но если бы этапов было бы больше слайдов. Также, соответственно, хотел бы обратить внимание на то, чтобы заострять также не нужно внимание на то, чтобы делать больше слайдов или больше расписывать. Этапы — это одно дело, то есть когда у вас большой проект, у вас больше этапов. А что касается всего остального, все должно быть в рамках одного слайда. Не нужно делать, допустим, цель проекта в 5 слайдах, иначе это будет не очень некрасиво. Те, кто будет вас слушать, не сразу это запомнят. Поехали. Допустим, у нас есть онлайн-магазин. Значит, мы хотим сделать из офлайн-магазина онлайн-магазин, чтобы у нас был интернет-магазин и люди могли покупать продукты через интернет или приложение. Для этого мы должны в первую очередь описать цель. Цель проекта. Для этого мы должны описать задачи. Да? Значит, задача проекта. Первым делом мы опишем все текстом, чтобы потом можно было уже заняться только визуализацией. Поэтому для начала мы сделаем таким образом. Выпишем реальные задачи и цели проекта. Я сделаю это отдельными надписями. Так вот. Чтобы потом мне удобно можно было их куда-либо переместить. Вот я специально для этого зажимал Shift звездочку перед написанием текста. Далее, чтобы мне то же самое не придумать, я Ctrl-C, Ctrl-V сделаю вот так вот, и у меня появляется вторая запись. Далее, третья. Допустим, у нас имеются 3 цели. Увеличение количества продаж. И зарплаты сотрудникам. Последнее назовем это, пускай будет уменьшение рисков. Как раз в связи с возникшими трудностями весной 2020 года многие офлайн магазины были закрыты, и, соответственно, это и есть как раз уменьшение рисков. Ну, допустим, этого хватит, удаляем вот это вот, то, что нам не нужно. Все, у нас стоит цель проекта, и, значит, это наши будут цели. Далее концепция актуальность. Ну, актуальность, она что именно есть сейчас актуальна. Мы это укажем в виде визуализации. Это будет такая подсказка у нас. Полностью не буду проводить презентацию до конца, так как это займет слишком много времени. Все-таки для того, чтобы сделать презентацию, нужно уделять больше времени. Поэтому мы сделаем несколько просто основных слайдов, так как мы просто с вами обучаемся. Для этого, к примеру, я хотел бы в разделе «Концепция» разделить
такие вещи, как актуальность, новизна, характер использования и предполагаемый результат не в виде текста, а в виде фигур. Давайте попробуем использовать какие-нибудь прямоугольнички, допустим. Выберем из вставка фигуры и вставим прямоугольники. Сделаем в виде звезды, так как нам достаточно будет места для того, чтобы сделать ее в виде звезды. Для этого просто щелкнем на фигуру, вот так вот нажмем Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, можно сделать с правой клавиши копировать, вставить. И создать такие вот прямоугольники. Теперь выбираем актуальность. Вставляем. Так, выбираем здесь второй пункт, новизну. Выбираем третий пункт. Здесь у нас вставляем сюда. И последний пункт также копируем. Вставляем сюда. И разместим его по центру. Так, все, вот это теперь нам больше не нужно. Все, у нас есть 4 таких вот концепции. И теперь, допустим, чтобы нам ее связать все в одну, мы можем сделать вот так. И соединить ее, к примеру, стрелочками. Для этого нажмем вставка, выберем стрелку, вот давайте вот такую вот с углами. Проделаем все то же самое. Ну, для того, чтобы тогда несколько раз не убирать одно и то же постоянно, мы просто делаем Ctrl-C и Ctrl-V. У нас есть скопированная стрелочка. Теперь ее просто сюда вот так вот подвинем. Слайд номер 3 под названием концепция у нас готов. Если вам зеленый пример не нравится, можете кликнуть по фигуре, выбрать у нее любой подходящий цвет. Например, можно использовать какой-нибудь фиолетовый цвет. Здесь голубой, к примеру, здесь. Выберем оранжевый. Ну и здесь ставим зеленый. Вот так выглядит уже более-менее красивше. А если нам понадобятся картинки, к примеру, вот основной план, обычно в основном плане можно добавлять также таблицы. Да, пускай будет таблица. Так как мы выбрали 2 этапа, то у нас будет 3 строки. Первая это будет шапка. Ну и, допустим, так хватит на 5 столбцов. Первое это у нас будет этапы. 1, 2, название,
какие-либо инструменты, может быть. Ответственное лицо. Дата, к примеру. Вот, но это можно сейчас не заполнять, просто это мы и так можем в дальнейшем заполнить. Вот, пожалуйста, таблица. Также, соответственно, можете здесь указать, если вам не нравится цвет, что он цвет текста плохо читаемый, вы можете как поменять цвет самого текста, так поменять и цвет таблицы. Я, например, хочу просто сделать вот, давайте оранжевую таблицу сделаем, да. Так вроде лучше читается, лучше выглядит. Соответственно, если таблица занимает большую часть пространства, например, у вас много заполненного текста, то картинки, в принципе, здесь не нужны. Вот, если, соответственно, у вас есть место под картинки, то есть, если у вас, к примеру, этап 1 описывается каким-то всего лишь, к примеру, созданием сайта, описывать то-либо не стоит, потому что вы еще пока, к примеру, не решили, где будете его создавать, какой он будет. Вы можете сюда добавить просто картинку. Давайте откроем вкладку и, допустим, напишем здесь просто сайт. Переходим в раздел картинки. У нас есть куча разных картинок, которые могли бы нам подойти. Допустим, подошла бы вот такая картинка, потому что она ярко демонстрирует, как будет выглядеть на телефоне, на планшете или на компьютере наш сайт, к примеру. Значит, нажимаем «Открыть картинку», правой клавишей щелкаем по изображению, нажимаем «Открыть картинку» в новой вкладке. Он ее открывает, видите, здесь написано .jpg, то есть. Соответственно, значит, это и есть та картинка. Не обязательно ее скачивать, можете просто вот нажать сюда, опять скопировать адрес, Ctrl-C, либо вот так вот копировать. И здесь просто нажать «Вставка», «Рисунок». И здесь, где имя файла, вы Ctrl-V, да, или можете нажать правой клавишей «Вставить». Вот это то, что мы скопировали в браузерной строке. Нажимаем «Открыть». И данная картинка будет автоматически скачана с интернета. Если бы там не было вот этого JPG, а было бы что-то другое, то, возможно, пришлось бы скачивать изображение или искать другое. Это вот защищенное изображение. В данном случае это изображение не защищенное. Его можно спокойно как скачать, как просто сохранить картинку в нашу папку, вот, которую мы создали. Также, естественно, и вставить так. Просто так будет быстрее. Вот, и у вас не будет папка наполняться всякими этими картинками. Вот наша папка, видите, она пустая. Сюда еще ничего не скачивал. Вот, можно скачать сюда картинку. Вот. Но так как я эту картинку уже загрузил, скачивать я больше не буду, и повторять картинки я также не хочу. Вот. Мне она, в принципе, нравится, она подходит, очень хорошо выглядит, и этого достаточно. Создание сайта, этап 1. И здесь мы, к примеру, как раз опишем как подпункты, к примеру, как мы будем создавать сайт, к примеру, выбрать платформу, купить домен, определить дизайн, добавить онлайн-кассу. Вот сейчас видим очень маленькие строчки, их плохо видно. Если вот так расширю, он сам подберет мне шрифт, который нужен будет. Вот, и здесь также, естественно, я нажму Shift 8. Вот, и теперь просто здесь сотрем, нажмем Enter. Я забыл. Shift 8 и еще пробел. Вот, тогда здесь после купить просто нажмем Enter, и все, и у нас становятся маркеры такие. Также проделаем с остальными строчками.
Все у нас готово, и теперь можно, ну так примерно будет выглядеть у нас. Создание сайта можно выделить толстым и другим каким-нибудь цветом. К примеру, пускай будет красный, не знаю. Создан слайд по первому этапу. Красиво, четко, все хорошо. Можно добавить несколько картинок, главное, чтобы они не налеплялись, не заходили за диапазон, а выглядели достаточно эстетично и красиво. Иногда достаточно одной хорошей картинки, как в данном случае. Также можно проделать и со следующим. К примеру, второй этап — это написание приложения, создание приложения. Для смартфона, чтобы можно было совершать покупки по приложению. И также, соответственно, здесь можно будет добавить всякие пункты и добавить также картинки. Также мы можем здесь посмотреть сразу готовое изображение по приложению. Для этого вместо сайта напишем приложение и поищем нам подходящую картинку. В принципе, это хорошая картинка. Давайте придерживаться стиля. Стиль у нас синего цвета и весь такой технологичный. Поэтому и картинку будем тоже подбирать по стилю. Походу я выбрал картинку, мне больше понравится вот данная картинка, тем более, что я могу ее обрезать. То есть здесь мы нажимаем также вставка, рисунок, вставляем ссылку на картинку. Вот она большая, нам нужно будет ее, скорее всего, обрезать. В данном случае я оставлю только 2 смартфона. Для этого нажимаем вот где изображение, нажимаем кнопку обрезать. Так вот. И хватаем за тот угол, где мы хотим обрезать. Ставим только здесь. Еще раз нажимаем обрезать, и у нас остается картинка наполовину. Вот, нам этого достаточно, красиво, все хорошо, прикольно, технологично, сохраняем стиль. То есть стиль синенький с разными такими яркими цветами, что ярко подчеркивает миссию компании. Таким образом, мы можем добавлять сюда и картинки, и другие всякие объекты. К примеру, допустим, в разделе этапы, да, вы, допустим, здесь первый этап назвали сайт, а здесь во втором этапе назвали приложение. Соответственно, если вам нужно будет на основном плане сразу показать, как вы будете показывать приложение, то, к примеру, вам не нужно показывать первый этап, вы хотите показать сразу второй этап. Как это сделать? Мы можем выбрать сайт, к примеру, да, и нажать, выделить, в данном случае слово сайт, и нажать правой клавишей по выделенному тексту, выбрать гиперссылка, здесь выбрать место в документе и выбрать первый этап. Нажимаем ОК. Видите, она подсветилась зеленым. Зеленый нас тоже не устраивает. Давайте так, ладно, пока оставим так, посмотрим, что он предложит дальше. Подчеркивание как раз показывает, что оно у нас ссылкой. И на приложение также выбираем выделяем текст, нажимаем правой клавишей гиперссылка и выдаем ему этап 2. Нажимаем ОК. Также для удобства читаемости вернуть черный цвет. Итак, допустим, вы описали свои планы, здесь у вас много инструментов, здесь у вас достаточное количество людей, ответственных, привлеченных, даты какие-то важные. И, к примеру, вы
презентуете и хотите перейти сразу к следующему разделу. Нажимаете Ctrl и на то, куда хотите перейти. К примеру, выбираю приложение, попадаю сразу на слайд с приложением. Нажимаю на сайт, тоже Ctrl и перемещаюсь. Либо, если вы показываете презентацию, вам не нужно будет зажимать Ctrl. Нажимаем, например, слайд-шоу. Вот, и нажимаем, к примеру, приложение. И вы перелистываетесь к этому слайду. Соответственно, для таких случаев хорошо иметь кнопку «Назад», поэтому также можно будет добавить здесь на этих слайдах кнопку «Назад». Все так же гораздо просто. Выберем фигуру, допустим, вот такую. Управляющая кнопка в начало называется, к примеру. Вот эту управляющую кнопку, выбираем вот эту кнопку и помещаем ее куда-нибудь вот сюда. Вот, он сразу предлагает ей действия. Здесь есть по умолчанию перейти на первый слайд. Нас не интересует первый слайд, нас интересует слайд номер 4, где его есть основной план. Поэтому мы здесь вместо первый слайд нажмем слайд и выберем 4. Нажимаем ОК. И также то же самое сделаем и в разделе первого этапа. Ставим фигуру с управляющей кнопкой «Назад». Поместим ее внизу и зададим ей также 4-й слайд. Это удобно, когда у вас достаточно много слайдов идет, и нужно будет вернуться к основному плану. Вот, слайд номер 4. Окей. А теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, вот у вас слайд номер 4. Нажимаем сайт, посмотрели, вернулись. Нажимаем приложение, посмотрели, вернулись. Примерно так же и работают сами сайты. Управляющие кнопки очень удобная вещь, когда у вас достаточно большое количество слайдов, и вам нужно проводить навигацию по слайдам. К примеру, если вы могли создать здесь много-много этапов, и какие-то из этих этапов достаточно простые. Допустим, это будут какие-нибудь социальные сети. Вы создаете в социальных сетях паблики, группы для продажи, для своего магазина. И, соответственно, по сути, там ничего показывать такого не нужно. Это как бы всем известный, всем, грубо говоря, известно, как это делать. Ну, то есть, данный этап будет входить в реализацию, но ничего интересного в этом слайде, в принципе, не будет. Там будет просто написано о том, что использовать такие-то социальные сети и там использовать такое-то имя и так далее. И, соответственно, вам, к примеру, когда вы будете его презентовать, данный проект, не обязательно будет показывать данный этап. Вот, поэтому его можно будет пропустить. Для того, чтобы его пропустить, можно будет просто пользоваться вот этим окном навигации. Если даже у вас, к примеру, будет после второго этапа идти этап 3, который вы хотите пропустить, вы также можете здесь использовать управляющую кнопку для перехода сразу к следующему разделу. Следующий раздел у нас будет называться «Результат». Вот, и также вы с помощью этих ссылок можете переключаться. Еще один важный момент: если вы вставляете картинки можно вставлять сразу из интернета, как мы это с вами делали. Вот, мы выбрали картинку и скопировали ее адрес. Если у нее адрес точка и формат разрешения картинки, как PNG, JPEG, то, соответственно, или GIF, то, соответственно, вы можете ее прям вставлять из интернета. Что касается видео и аудио, их надо обязательно иметь в одноименной папке. Почему в одноименной? Потому что, скорее всего, презентовать проект вы можете не на своем компьютере, а на чужом, и вам удобнее будет ссылаться на ту папку, в которой она будет находиться, к примеру, на флешке. Потому что ссылка будет проходить по другому моменту. К примеру, допустим, я хочу использовать видеозапись. Для того, чтобы использовать видеозапись, я знаю, что я буду проводить презентацию со своего компьютера,
то я добавлю сразу в эту папку тот видеоролик, который хотел бы добавить. Теперь мы здесь нажимаем добавить видеозапись. Открываем ту директорию, в которой мы с вами работаем. Она у нас так и называется: презентация проекта. И вот тот видеоролик, который я сюда переместил. Нажимаем вставить. Вы можете по умолчанию выбрать как на весь экран, так и в маленьком окошечке. Для видео также можно установить запуск автоматически или по щелчку. Когда вы будете, допустим, проводить презентацию, вы можете при включении данного слайда сразу автоматически видеть данный видеоролик. Также, соответственно, вы можете его включить только по щелчку. Допустим, выберем автоматически. Вот. И давайте зададим еще какие-нибудь прикольные параметры. Для этого нажмем «Работа с видео». Вы можете, к примеру, задать здесь любой стиль, то есть отражение с любой стороны. Также, соответственно, можете, к примеру, обрезать любые все края. Мне больше нравится вот такой вот с обрезанными круглыми краями. Вот, и давайте посмотрим, как это будет выглядеть при запуске. Давайте вернемся сюда, нажмем демонстрацию. По щелчку мы переключаемся по слайдам. И вот переключаемся к следующему слайду. По идее, видео у нас должно запускаться автоматически, что, собственно, и происходит. Потому что мы нажали автоматически, и после того, как включается этот слайд, автоматически воспроизводится видео. Также, соответственно, можно задать и по щелчку, и каждый слайд можно задать автоматическое воспроизведение. Вот, это, соответственно, в том случае, если удобно, если не сами вы проводите презентацию, а вы сбросили кому-либо презентацию, и данную презентацию кто-либо просматривает. Тогда автоматическое воспроизведение видео очень будет кстати. Так, возвращаемся на Escape обратно. Вкратце, думаю, этого достаточно для начала. Не забывайте о том, что не все версии PowerPoint поддерживаются разные шрифты и также разные анимации. Поэтому старайтесь использовать более стандартные анимации, вот, и более стандартные конструкторы. То зачастую бывает, мы делаем презентацию на своем компьютере, приходим презентовать свой проект, а там старая версия офиса или другая какая-то версия офиса, в которой просто не хватает каких-либо плагинов, и у нас все слетает. Вот, что-то выходит, какие-то изображения выходят из диапазона, и, соответственно, чтобы этого не было, лучше делать ее достаточно просто, красиво, эстетично. Не нужно делать очень много-много картинок или много-много текста, потому что текст этот никто не читает, кроме как самого докладчика. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.